А это что? Это кумыс, молоко лошади. Что это? Но это традиционный напиток. Ты ни разу не пробовал? Нет. А местную кухню? Тоже нет. Класс. Я знаю, чем мы займемся. Пошли. Знаменитые музыканты, вкуснейший мед, звонкий звук курая, нефть, стихи Мустая Карима, молодежный театр имени Мустая Карима, аэропорт имени Мустая Карима и хоккейный клуб, названный именем участника крестьянской войны. Бесконечные холмы, богатые на завораживающие виды природы. Продолжать можно бесконечно или объединить это все в одно слово – Башкортостан. Что вы знаете об этом регионе? Да наверняка все. А как насчет того, чтобы взглянуть на край Курая другим взглядом иностранца? Холоду Стар – это шоу, ведущими которого становятся иностранные студенты Башгу. Мы не будем просто ходить по достопримечательностям, разве что совсем немного, а окунемся в жизнь колоритного региона с головой. Хотите с нами? Добро пожаловать! Welcome, Рахима Тегес! Наша ведущая, Ксения, журналист, любит необычное сочетание в еде, мечтает о том, что однажды в Уфе появится кумысочная и кофейный напиток эспрессо-тоник станет чуточку интереснее. Мухаммед, студент 3-го курса. Первое время в России на все отвечал «да», даже когда в аэропорту его спросили, куда он летит. За годы в Уфе проникся к местной кухне и даже планировал создать с другом бизнес по продаже башкирского меда в Египте. Hello, Дустар. Как ты думаешь, без чего нельзя представить знакомство с любой культурой? Знакомство с историей. Ну, почти. Без дегустации местной кухни. Нет, ну, конечно, ты прав. История – это очень важно. Но как можно окунуться в нее полностью, не попробовав на вкус? Сейчас мы вам все объясним. Конечно, мы обязательно попробуем местную кухню. Ну, я на это надеюсь. Но для начала нам нужно ее приготовить. Ведь, как говорится, кто не готовит, тот не ест. Даже я знаю, что так не говорят. Ну ладно. Прежде чем мы включим магию монтажа и переместимся на кухню, а на какую я вам скажу позже, давай мы придумаем для этого выпуска какой-то девиз. Я называю прилагательное, ты называешь существительное, окей? Окей. Итак, восхитительное... Матбах. Что это? Это кухня. Это называется кухня на арабском языке. Замечательно. Очень в тему выпуска. Итак, сейчас мы перемещаемся на кухню. Сейчас мы находимся на кухне компании Таратау Сервис, которая обслуживала такие крупные форумы, как ШОС, БРИКС, а также готовит блюда для разных крупных мероприятий, которые проходят у нас в городе. Вот. Также здесь можно, кстати говоря, заказать местную национальную кухню. И сегодня вот под надзором шеф-повара мы будем готовить... Что мы будем сегодня готовить? Национальное блюдо зурбалиш. Замечательно. Тогда рассказывайте, что нам для этого нужно. Сначала нам надо замесить тесто. Для этого берем сливочное масло и взбиваем мукой. Это национальное блюдо. У нас в основном идет в башкирской кухне мясные блюда. Какие блюда самые интересные, знаменитые в твоей стране? Фасоль, там они готовятся, лук, там добавили или как? Паста, томато или как? Помидор и может быть еще мясо на стол. Мясо еще. Так, а что это, вы сметану добавляете? Да. А какие-нибудь вот тоже выпечка у вас есть своя, пироги, еще что-нибудь такое, или это только у нас в России? Вот эти, которые похожи, самса или что? Да, вот такие есть у нас тоже. Это фатайр просто называется. Любая традиционная кухня формировалась под влиянием исторических событий, поэтому является одним из этнических маркеров в вопросе изучения культур. В журнале «Вокруг света» еду вообще назвали двигателем эволюции и прогресса со времен зарождения жизни, отметив, что она меняет и совершенствует нас по сей день. А было ли какие-то блюда, которые, в принципе, в нашей кухне для тебя странные? Например, вот знаешь, что такое окрошка? Окрошка? Окрошка. Окрошка? Да, это холодный суп с квасом. Квас – это газированный напиток. Нет, я ни разу не пробовал такое? Ну, я пробовал кваску. Да. Национальная кухня башкир формировалась под влиянием полукочевого образа жизни соседних народов. В их рационе всегда было много мяса и молочных продуктов, причем в разном проявлении – творог, корот, катык, кумыс. У нас на мероприятии все удивились, что мы пьем кумыс. Пили только кумыс казахи, татары, башкиры. Только для иностранцев, например, то же самое для китайцев, для вьетнамцев, для других стран, для гостей. Это было очень странным напитком. Они сказали, что для них... Вот тебе кумыс понравился, да, ты сказала? Да.
Кстати, можно бесконечно долго спорить о том, где впервые появился кумыс, но за что я люблю историю, это за ее неопределенность. Так что, возможно, Пушкин — это действительно Дюма, борщ придумали викинги, а кумыс, ну, он просто вкусный. Продолжая разговор об особенностях башкирской кухни, в блюдах почти не используются специи. Соль, перец и сезонные травы – это максимум. За счет чего тогда получается насыщенный вкус? Потому что обычно... Мясо, наверное, мясо вкусное. А у вас самый главный это мясо, да? Вот. Да, у нас основной мясо Ага. и молочные продукты. То же самое из молока у нас готовится практически все. Эремчек, творог, сметана, курот, айран. Все делается из молока. А еще большая часть рецептов очень проста в исполнении и готовится из того, что всегда в холодильнике. Рецепт из того, что всегда есть дома. Лосось и лангустины маринуем имбирем и лимоном и заправляем бальзамическим соусом. Но только не лосося и лангустинов, а мясо, овощей, муки, яиц, воды и так далее. Закрываем. Но одно дело просто пробовать, а другое готовить. Тем более в процессе можно не только пообщаться с профессионалами и знатоками вкусовых трендов, но и заглянуть в цеха, что мы и сделали. Это сладкий, да, всем здесь. Нет, не сладкий, здесь холодные закуски. Ага. Из мяса, из деликатесов. Вау! У нас здесь основная кухня. Здесь мы готовимся мероприятия. Готовится отдача горячих блюд. Мальчики, винотовы, донат, Это перец? перец, Это что? кабачки, Ага. грибы. Грибы, баклажан. Да. Я уже начала плакать, там очень милый вот такой маленький чак-чак. О, он такой хороший. То есть, по сути, он подается как второе горячее блюдо с хлебом. Да. Сейчас вот каждому кусок делают, а потом тесто ложится. По идее, правильно так. Очень вкусно. Горячий. Мясо очень нежное. 100% башкирский. Несмотря на сохранение традиционных рецептов, современность требует новые подходы даже к национальной кухне. Так что классика тоже иногда меняется в пользу новых вкусовых ощущений. А это становится поводом для создания новых необычных фуд-проектов. Кстати, вот это вот место я тебе хотела показать. Зайдем? Зайдем. Класс, там красивый двор и вкусная еда. Все, что я люблю. Знаешь ли ты, где мы сейчас находимся? Ресторан Ибад Халар. Да, правильно. Это первый национальный фастфуд. И сегодня мы уже не будем готовить, но мы будем пробовать современную интерпретацию башкирских национальных блюд, а именно кыстыбы. Классически идет либо из пшеной каши, либо из картофельного пюре. Из пшеной каши у нас нет пока что. У нас есть картофельное пюре, приближенный к классическим кыстыбы. Там получается картофельное пюре, соленые огурчики и лук фри. Получается, будет матур-батыр со свежими овощами, с соусом, грилем и с курочкой. Вот, все. Я не помню, вот какие еда, но я много попробовал просто. Не знаю, как называется. К слову о том, что еда – это не просто про энергию, а про культуру. Во время съемок мы разговорились с работниками кухни, обменялись инстаграмами и даже телефонами. Вот так обсуждение схожести башкирской и египетской кухни переросло в интересные знакомства. Здесь на кухне работает человек, который снимался «Где вы думаете?» в адской кухне на телеканале «Пятница». Конечно, мы не могли пройти мимо, и поэтому сейчас мы зададим самые интересные вопросы. Итак, представься, пожалуйста, как тебя зовут, в каком сезоне ты был? Меня зовут Юсупов Искандер, я был в 5 сезоне. Как получилось, что ты выпустился из БГУ, работал кем? Следователем, и вдруг пошел на кухню? Всю жизнь меня тянуло к каким-то гастрономическим приключениям, то есть я с детства умел готовить. В 1 классе готовил спокойно макароны по-флотски родителям своим. И я все равно, как так сказать, перешел к тому, с чего начинал. То есть заниматься любимым делом – это всегда в кайф, и ты знаешь, чего хочешь. На адскую кухню, конечно же, я попал, написав анкету, то есть прошел массу кастингов. Сложный отбор был, представлял кулинарные блюда, то есть презентовал коллеги кулинарных экспертов. Они оценивали подачу, презентабельность, харизма еще понравилась. И вот эти качества все вместе сложились, и как бы получился результат. Там действительно такая напряженная атмосфера, что все кричат, такие все на нервах? Или это только для камеры, а за кадром Ивлев такой ходит, всех по головке гладит? Спасибо, молодцы, ребята. Нет, действительно, там все не наиграно, все действительно так, и шефа лучше не злить, он как бы действительно может и тарелку кинуть там, и все разбить. Мне как повару очень жалко, когда бьет с тарелки. И я у него с рук прямо выхватываю, а он у меня выхватывает и бьет, а в стену кидает, все крушится там. Ну, это действительно интересно. Началась любимая часть съемок, я надеюсь, ты тоже ее очень сильно ждал. Сейчас мы будем кушать. Объясняю, почему у нас так много чая.
потому что мы очень добрые, и мы обязательно кормим съемочную команду. Ребят, вы рады? Принято считать, что англичане очень любят чай, но автор этого популярного мнения не был знаком с башкирским народом. В краю Курая попить чая значит сесть за стол с пирогами, вареньем и всем, чем располагают хозяева дома. Думаете, это все? В Башкирии тоже есть своя чайная церемония. Звучит как что-то из китайской культуры, но со своим колоритом. Чай, как нам объяснили, его нужно помешать, потому что там мед. Мед. Да, Башкирский. естественно. Травы для чая, как нам объяснили, собирают либо вручную, либо покупают у бабушек, которые его продают. В сочетании с ароматными травами получается густой душистый напиток. Ту душицу или матрешку, да, матрешка, которую продают в магазинах, ну, она не самая такая насыщенная, а вот она, которую мы берем, она вот прям очень, ну, короче, очень вкусная. Так и хочется налить его в пиалу, накинуть вязаную жилетку, сесть на крыльцо и наблюдать, как дворовый пес гоняет кур. Думаю, это можно назвать башкирским хюге. Здесь два вида. Давай начнем с вот этого, потому что это классический. Кыстыбы готовятся именно из картошки, либо из пшенки. Ну и разве может обойтись национальная кухня без застольного этикета? Например, еду подают сразу по приходу гостей, но прикасаться первым к ней должен хозяин. Похоже на... Вот у нас в Египте сандвич бататас. Они все знают вот это. Он очень вкусно. Все у нас египтяне, они кушают его утром просто, каждый день. Лимон, да? Чуть-чуть лимон там и... Тут соленый огурец. Жарный или жарный? Не лимон, соленый огурец. А. Да, с кислинку немножко дает. Но там все равно картошка. Угу. Для нас в Египте это лучше, чем, не знаю, бургер или все такое. Вот такое? Это самые вкусные, самые дешевые, самые обычные, самые все. Национальные еда или как? Да, национальное блюдо. Да, национальное блюдо. Так, рассказывай свои впечатления. Мне понравился вкус блюда, которые мы кушали уже. Они похожи с моими блюда, наша страна, Египта. Мне понравился второй кыстыбы. Но если чуть-чуть по-другому, если рыба, вообще классно будет. Смотрите следующие выпуски, оставляйте комментарии, рассказывайте, что вам еще интересно узнать от наших гостей. Можете, кстати, советовать места, куда бы нам сходить, съездить. А можно на монтаже, чтобы мы превратились в учпачмаки? Почему? В кыстыбы. В кыстыбы. Как говорится, после того, как вкусно покушал, нужно что? Послушать хорошую башкирскую музыку. Кстати, о ней будет следующий выпуск, поэтому следите за обновлениями, оставляйте свои комментарии, пишите, что бы вы хотели еще, чтобы мы сняли, куда бы мы отвели наших гостей. С вами были Ксения. Мухаммад. До новых встреч!